18 августа этого года Эльми Умеров, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа, был принудительно переведен из кардиологии 7-й городской больницы Симферополя в психиатрическую больницу, якобы для проведения судебно-медицинской экспертизы в рамках уголовного дела, которое было возбуждено против него 12 мая этого года за призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Это статья 280, часть 2. До этого 11 августа он был госпитализирован из зала суда с прединфарктным состоянием, с высоким давлением. В первый день, когда он был переведен сюда, нам запретили свидание, у него отобрали телефон, при том, что у него было высокое давление, когда здесь в приемном покое его принимали. Но после небольшого шума, который мы навели, на следующее утро ему 2 раза в день выдают телефон по 1 часу, и нам разрешили свидание, по расписанию, которое здесь есть. Это утром с 11 до часу и вечером с 5 до 6. Пищу, которую здесь дают, он принимать отказывается, поэтому он ест только то, что мы ему привозим, а так как у него слишком много заболеваний, время между приемом пищи слишком большое, это 17 часов, поэтому состояние его вызывает у нас большие опасения. Сегодня, в частности, когда я его посещала утром, у него подскочил сахар, упало давление, головокружение, он потерял сознание. Его быстро привели в чувство, потому что я сразу позвала медсестру, которые рядом дежурят, вызвали дежурного врача. Состояние удалось стабилизировать, но вот сейчас мы вышли от него, давление снова 150, он багровый, то есть состояние здоровья не очень хорошее, постоянные головные боли, но духом он держится, он стоит на своих позициях, от своих слов не отказывается. Следователи нам объявили 21 день для экспертизы. Здесь врачи сказали о 28 днях, но при этом, согласно российскому законодательству, они имеют право продлевать 2 раза до 90 дней, после чего они обязаны выдать заключение о результатах экспертизы. Никаких медикаментозных манипуляций не производится, то есть он принимает только свои лекарства. Ему утром выдают суточную норму и не более того. Проводятся здесь только беседы, общие вопросы, ничего специального, и все, то есть только наблюдение, никаких вмешательств нет. Экспертиза заключается пока только в беседах. Сегодня, после того, как ему стало плохо, врач дал задание медсестрам, чтобы его посещали каждые 15 минут, но созваниваясь с ним через 2 часа, как раз ему дали в это время телефон, то есть никто за это время не заходил. После этого, до нашего нынешнего посещения, успели зайти померить давление всего 2 раза. То есть даже то, что поручают здешние же врачи, они не выполняют. Условия содержания, конечно, ужасные. Окружение, условия, начиная от туалета, палаты, душа, то есть это все очень угнетает. И основная цель их — это сломить человека, чтобы он изменил своим позициям, то есть такой лучшей традиции советской карательной медицины, но он держится. И мы стараемся его подбадривать, передаем каждый день все те пожелания и приветы, которые люди пишут целыми днями, за что мы, конечно, очень благодарны, потому что такая поддержка, она дает силы держаться. Государственной поддержки, к сожалению, никакой нет, поэтому мы сейчас совместно с нашими адвокатами готовим открытое письмо в международные организации, к украинским властям, потому что это такой беспрецедентный метод, это заместитель председателя Меджлиса, а реакции нет никакой. То есть единственное, что было сказано за эту неделю, это маленький твиттер пресс-секретаря Министерства иностранных дел, и не более того. То есть ни первые лица страны, президенты, спикеры, вице-премьеры, премьеры, никакой реакции. То есть я не знаю, что на них сказывается, отпуска или какие-то более важные дела, но реакции нет никакой. И это, конечно, недопустимо в нынешней ситуации, особенно по отношению к человеку, который, жертвуя собой, по большому счету, он отстаивает здесь проукраинские позиции крымско-татарского народа в течение всех этих 2 лет.